Алхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах, ва ба'д. Каждый из нас встретил и часто такое выражение, когда ты порицаешь какие-то грехи или какие-то действия братьев, они говорят тебе: главное, брат, правильная акида. Как будто ты споришь с ним, что акида это не главное. Когда человек совершает грехи, совершает прелюбодеяние, но этот прелюбодей является из числа Ахлю Сунна валь Джамаа, он придерживается вероубеждений правильных предшественников, однако совершает большие грехи. И он, когда ты таких людей порицаешь, которые более-менее разбирают в каких-то вопросах убеждений, но совершают грехи, большие грехи, губительные грехи, они говорят: брат, главный акида, главный таухид, брат. Как будто ты с ним споришь, что таухид это не главное. Как будто ты ему говоришь: акида это неправильное, то есть не главное. Ведь речь изначально не идет про главности акида или таухида. Все это признают, что главный таухид и акида. Речь о твоих грехах, которые ты совершаешь. Какой смысл говорить главный таухид, если никто с тобой с этим не спорит? Почему ты оправдываешь свои грехи главенством таухида? Знай, что это является пути шайтана, что это является одним из козней шайтана, в которых ты попал. Ибн Кайим, упоминая пути шайтана, как он сбивает людей с правильного пути, он упомянул, что сначала шайтан старается, чтобы человек совершил куфр или ширк. Если он не может, то шайтан старается, чтобы человек совершил бида, чтобы он стал наведенцем, так как бида для шайтана любимее, чем грех. А если если шайтан не может сбить его, ввести его в бида, в наведении, что он делает? Шайтан приукрашивает ему, субханаллах. Говорит Ибн Кайим, шайтан, я передам его мысль. Шайтан, говорит, приходит ему и приукрашивает, говоря: «Анта аля сунна», ты являешься на сунне, ты придерживаешься сунне посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Так приходит и говорят: ты на правильной акиде. Ведь приверженцы сунны, они приближенные к Аллаху субхану ва тааля, они аулия Аллах. А поклоняющиеся люди, они из числа бидатчиков, они являются врагами Аллаха. Поистине, могилы грешников из числа Ахлю-Сунны является садом из садов рая. А могилы поклоняющих убад из числа бидатчиков являются одним из ям огня. Поистине придерживание сунны, придерживаться сунны, на правильном пути находиться, это стирает большие грехи, так же как противоречие сунны делает хорошие деяния четными. И дальше он приукрашает шайтан, говоря: ты такой, ты не отрицаешь имена Аллаха, атрибутов Аллаха, ты их подтверждаешь. Абидатчики, джахмиты и тому подобное, они отвергают имена Аллаха, атрибуты Аллаха азза ва джалля. Они думают об Аллахе плохо, а ты думаешь об Аллахе хорошо. Они плохо думают об Аллахе азза ва джалля. У них плохие предположения о Всевышнем субхану ва тааля. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Как Аллах азза ва джалля говорил о них: поистине это ваши предположения, которые вы делали о вашем Господе. Эти ваши предположения вели вас в погибель, и вы стали одним из потерпевших убыток. И шайтан так приукрашивает ему,
Почему, говорит Ибн Каим? Вот это его аргументация, что ты на правильном пути и тому подобное, он делает шайтан. Почему? Хилатан иля стиханати бин кабаир. Чтоб вот эта хитрость, козни шайтана, чтоб человек пренебрегательно относился к большим грехам. Ва ахдихи амна ли нафси. И чтоб человек думал, что он в безопасности от наказания Всевышнего Аллаха Азза ва Джаль. Так он ведет его, чтобы человек пренебрегался большими грехами. И субханаллах, это то, что мы видим сегодня у некоторых братьев или у многих братьев. Когда ты говоришь ему, нельзя совершать такие-то действия, нельзя совершать такие-то грехи. Оставь это, брат, ради Аллаха Азза ва Джаль. Не говори то, что ты не знаешь о религии Аллаха Субхану ва Тааля. Это тоже является одним из больших грехов, так как ты возводишь на религию Аллаха Азза ва Джалля клевету и ложь. Не совершай эти действия, не прелюбодействуй, не пей, не кури, не употребляй наркотические вещества. Разные любые большие грехи, когда ты братьям, которые знают правильную акиду, когда ты приходишь, говоришь им, они говорят: брат, акида же направим, главный же акида, брат, главный же таухид. Как и мы вначале говорили, а никто с тобой не спорил, что таухид это не главный. Все знают, что таухид, акида это главное. Смотри, как Ибн Каим подметил это. И как это действительно действует сегодня. Как человек пренебрегает большими грехами. Говоря, аргументирует, что я на правильном пути. И поэтому, говорит Ибн Каим, от этих ухищрений шайтана не спасется, кроме как расиху фил ильм, кроме как утвердившийся в знаниях. Аль-арифу би асма Иллахи ва сифати, тот, кто познал имена Аллаха Азза ва Джалля, его атрибуты. И поэтому, чем больше человек знает об Аллахе Азза ва Джалля, тем больше он боится. Чем больше у человека невежества по отношению к Всевышнему Аллаху Азза ва Джалля, тем больше он обманывается, и меньше у него знаний. И поэтому пусть знает каждый, если он совершает, пренебрежительно относится к большим грехам, аргументируя с главной таухида акида, знай, что это один из капканов шайтана, один из козней шайтана, в которых ты попал. Нас'алуллаха саламата, нас'алуллаха саламата валь афия.